Всем привет из Коми, привет от Олега. Сегодняшнее видео будет тема оружия. Я владелец оружия Север. Для промысловиков, скажу вам, это самое хорошее оружие. 20-й калибр, нижний ствол, и 5,6 ЛР, мелкашка. Мои зрители знают, что у меня был вот такой прицел Пилад 4х32 с таким кронштейном, который подходит к моему оружию. Вот так легко он вставляется. Ну и можно сказать, вы уже готовы к охоте. Вот. Но в данный момент я, как в прошлом видео я вам показывал, взял новый прицел. Так. Вестхунтер 4,16×44. В прошлом видео я вам показывал. Вот такой оптический прицел. Прицел тоже хороший, но с ним я еще не охотился, но отзыв очень положительный. Плюсов много. В прошлом видео тоже, как сказать, ниже списка видео там есть, как я обзор делал этого видео. Но, к сожалению, если сравнить с оптическим прицелом, труба 25 мм, здесь уже 30. И у меня была проблема с кронштейном. Вот этот кронштейн не подходит. Что с оптическим прицелом пришел кронштейн, тоже к оружию не подошло. Вот такой. Тоже давайте в двух словах. Ну, просто ласточкин хвост. Ласточкин хвост. Он широкий. Вот ласточкин хвост. Смотрите, какая ширина. И если сравнить с моим, вот, который подходит на оружие Север. И это в моем случае, ребят, очень большая проблема была. Я перелопатил интернет. В общем, от и до. Никак не мог найти подходящий кронштейн. Так как у меня оружие старого образца. Вот. И ласточкин хвост, вот эта планка, она 5,6 мм или 5,4, помнится. Вот. Нигде в продаже у нас в Сыктывкаре, в Коми Республике, ну, просто в магазинах нету, только если по заказу, на заказ. Я перелопатил интернет и наконец-то мне повезло, и этот кронштейн у меня уже в руках, как бы посылка. Посылку отправил в магазин этот Штурман. Вот там я нашел этот кронштейн. Давайте распакуем, посмотрим. Самое главное, что подошло к моему оружию и к этому прицелу. Посылка пришла из Москвы. В этом магазине, ребят, не только кронштейн, там оптический прицел, дальномеры, ночные видения, ну все, что касаемо оружия, охоты, все там есть. И я тоже вот нашел этот магазин, я очень рад. Я думал уже все, у меня не будет выхода там, как сказать, я не найду нужный кронштейн. Давайте посмотрим. Вот такой коробке посылка пришла. В упаковке. Ну это собираем. Да. И вот такой кронштейн, ребят. Здесь еще, ну, кронштейн одна штука. Он по цене 3500. Если заказать в Сыктывкаре, там уже, например, 5000 обойдется. В общем, вот этот кронштейн. Ребят, кто владелец оружия Север, рекомендую именно этот магазин. Потому что с кронштейнами в этом магазине, в магазин Штурман, интернет-магазин, там просто нету. Я написал, сразу ответили. И вот уже, как сказать, этот кронштейн уже у меня в руках.
Так, сейчас, секунду еще. Тут еще ключ. Вот еще ключ. Ну все. Вот этот кронштейн, ребят. Диаметр трубы 30 миллиметров. Надо посмотреть. Сейчас. Да, откручивается хорошо. Он металлический. Не дюралюминиевый, наверное, а он металлический вроде бы. Ну, одинаковый. Что вот, скажем, вот этот материал. Один в один. Только вот здесь вот для оптического прицела отверстие как бы. Кронштейн новый. Сейчас. Заводской краской еще. Все подошло, ребят. Ладно. Все хорошо сидит. Остается только закрутить и все. Все дела. Одну проблему мы решили. Сейчас самое главное установить новый прицел. Самое главное, чтобы вот это все подошло. Но очень туго все входит, наверное, думаю, до сотых миллиметра. Будем надеяться, что все подойдет. Ну, откручивается все это дело ключом. Сейчас я все это дело установлю и покажу, как он будет выглядеть, ребят. Закручивая последний винтик. Но особо затягивать не стану. Все равно мне придется еще так крутить, устанавливать вертикаль, горизонталь, все это дело. Смотрите, все вплотную, кольца вплотную к оптическому прицелу сидит. И мне даже пришлось перед тем, как ставить кольца, немножко с внутренней стороны напильником кронштейн подровнять, подогнать под эту оптику. В общем, все в миллиметр, там, до сотых миллиметра подошло. Но, в принципе, все нормально. Так, давайте поставим на оружие и глянем, как он будет. Очень все жестко заходит. Ну все, в принципе, все готово. До глаз, если посмотреть, расстояние нормальное. Нижняя мушка, вот нижний прицел, можно прицеливаться, скажем, под оптическим прицелом, гладким стволом, если стрелять. Тоже все видно там. Ничего не мешает, крепление, все это не мешает. Ну вот все это выглядит как, ребят. Все подошло. Все подошло. Так. И так. Ну, надо вот это все, конечно, не оптический прицел сейчас боком стоит. Все это надо урегулировать. И, в принципе, от глаз все хорошо там видно. Ну вот. Где я брал оптический прицел? В описании тоже ссылку оставлю. Это с Алиэкспресса оптический прицел Westhunter. А кронштейн это из интернет-магазина Штурман. Ребят, советую этот интернет-магазин, потому что, честное слово, я не нашел этот кронштейн в других магазинах. А магазин Штурман на любой вкус. Кронштейны, оптические прицелы, все, что для охоты нужно, вот это все там в продаже есть. Ну и на этом буду заканчивать. Как бы, знаете, первое видео было с оптическим прицелом, обзор. Сейчас обзор этого кронштейна, все хорошо подошло. Я очень рад, что я нашел этот кронштейн. Установили на оружие, и с этим
будем охотиться уже осенью на боровую птицу в основном. Ну, также на пушнину. Еще раз говорю, это оружие Север самое компактное, самое хорошее для промысловика. Всем рекомендую. Если будет возможность, покупайте. И вам будет хорошо на охоте. Вы всегда будете с добычей. Следующее видео, ребят, будет уже... Я не буду показывать, как сказать, рассказывать, как я буду устанавливать это все в ровности, шкалы, там, как, чтобы все было. Но это видео там в YouTube очень много. Да и с оружием очень, YouTube не очень приветствует. А вот пристрелку нового оптического прицела с новым кронштейном, это вы еще увидите. Ну и в дальнейшем вы будете уже видеть охоту с этим оружием, с этим оптическим прицелом. Так что, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, смотрите. Раньше у меня вот такой пилат был, тоже хороший оптический прицел, он не такой большой, компактный, самое то. Но вот я решил более, взял более мощнее. Кратность у этого оптического прицела 16 крат. Ну и потяжелее, конечно, стало оружие, потяжелее. Но ничего. Нет, нормально, вот. Все классно. И нижний прицел тоже виден. Тоже можно уже как бы этим стрелять. Вот такое видео, ребят. Спасибо вам, что смотрите и ждите очередные фильмы. Ну, в основном, конечно же, с оружием будет осенью. Осень, зима. А на этом все. Всем пока и будьте здоровы. Все ссылки в описании под видео. На кронштейн, на оптический прицел и на мои каналы. Пока. Будьте здоровы.